Мне вот так и сказали, говорят, так, сидим спокойно, режим не нарушаем, живем, ждем своего освобождения. Ну, я это самое. Так вот и пережил этот год. Зона особого режима, прошу заметить. Мне дали общий режим, но отправили умирать целенаправленно в зону особого режима, в город Глубокое. Я хочу выразить огромную благодарность белорусскому народу, всем белорусам, которые мне писали, поддерживали меня. И физически даже поддерживали. Ну как, я имею в виду материально, даже присылали денежку, мне даже не спрашивали, присылали. Пока их не запретили. У меня вот больше 10 тысяч писем было. Открыток мне прямо еще на Гомельском СИЗО, как начали идти там по 30, по 40 в день, так мне даже контролеры говорили, ты поделись, говорит, а что ты хапками, никому, вообще никому там, ну, одно-два, а мне вот сразу пачками там приходило. Спасибо вам, родные мои, спасибо вам огромное. Вы меня очень сильно поддержали, вселили мне веру, дали мне как жить, возможность жить дальше. Боялся просто умереть в зоне, ну, в этих самых застенках. Потому что мне так и сказали, мне когда нашли новую опухоль, мне прямо сотрудник, ну, привезли на РБ, это республиканская больница в Минске, и меня вызвал так называемый врач, ну, там его называют черным врачом, там вот, у меня кишечника болезнь, меня выписывают, да не только мне, он там всем. Может, геморрой, таблетки эти от геморроя выписывают, у меня уже геморроя, слава богу, в жизни не было, он ты геморрой выпишет там. Да, говорит, у тебя, говорит, рак предстательной железы, у меня никогда ее не было, этого рака, слава богу, нет. Но он говорит, у тебя рак предстательной железы, вот тебе нужно, посиди на свободе, говорит, ну, может, на свободе ты же сделаешь. Ну, короче, а потом вызвал меня, говорит, слушай, у тебя, говорит, ты знаешь, что ты, если ты от силы полгода еще проживешь, я не помню, как его зовут, ну, там, майор, врач так называемый. Говорит, я в первую очередь сотрудник, я не врач. Ну, и он пришел, говорит, если ты полгода проживешь, говорит, ты, говорит, интервью давай с тобой проведем. Ну, прямо мне так вынудили, говорит, и мы, не надо тебе, ну, не вынудили, я прошу прощения, ну, я сам, конечно, сдался, потому что, говорит, и мы сразу же отсюда и пойдешь домой. Ты признаешь свою вину, ты признаешь, что ты это сам неправ был, извинишься за оскорбление, там, Александра Григорьевича, и пойдешь домой и сразу же отсюда и в ближайшие дни и пойдешь. Но я согласился на это, повелся. Пришел ко мне чекист, тоже подтвердил, вот, ну, и пришлось мне это, да, ну, дать интервью, это с надеждой, что... Потому что мне сказали, что ну, полгода проживешь. Говорят, ну зачем тебе здесь умирать? Ты хоть на свободе успеешь еще хоть свободой вздохнуть. Ну, очень много людей находится, которые не должны, во всяком случае, наказания несоразмерно совершенному преступлению. Вот покурил папиросу 8 лет. Пошел. Хлеба давали черного. Это я знаю, что 5, ну, на 5 булка хлеба, ну, черного была. Это утром, в обед на 4. С 1 апреля меняется норма питания. Булка хлеба, представляете, на 20 человек. На 20 человек это кусочек. Это, наверное, в Питере такое было в оккупацию. Меня подписывали на Новый час. Вот. Но я подошел с этой квитанцией, говорю, вот, у меня квитанция на газеты там. Мне сказали, ты хочешь эту газету видеть? Ты ее будешь видеть, читать. В штрафном изоляторе. И приходили письма из Италии, из Польши, из Америки. Но потом почему-то резко, ну, меня вызвали, сказали, что вот, распишись за уничтожение. Ну, естественно, не расписываешься, идешь в штрафной изолятор. Опять, ну, за что придумать могут. Ну, мне приходилось расписываться. Я их даже эти письма уже и не видел. Да, мне начал писать, мне, наверное, одному из первых, Воскресенский, начал писать прямо сюда на Гомель, поздравил меня с Новым годом. Ну, я понадеялся, конечно, что он что-то может и правда что-то решить, там, что поможет. Я с ним завел переписку, и он мне предложил, напишите это самое, помилование, прошение помилования. Мы, КСДС там какой-то, ну, что они организовали, мы будем добиваться вашего освобождения, потому что, ну, понятно. Я написал, ну, ничего, написал, насколько я знаю, 300 человек, но освободил Александр Григорьевич только около 20 человек, около 13. Вот. И даже сотрудники призвания, которые там были, ну, в колонии, где я находился, все надеялись, что я выйду тоже, но меня не выпустили. Подумал, а что я жалуюсь, когда сидят намного люди, какие выше меня, члены науки, искусства, ну, деятели народного, там, мирового значения,
академик, ну не сидит, слава богу, но прессовать начали академикам Рочиков. У нас что, в Беларуси так много академиков? Ну какое вы имеете право? Что, неужели это все такие вокруг дебилы, идиоты, что не понимают, что произошло у нас в стране? Да хорошо, ладно, совершилось это, да. Власть осталась у Александра Григорьевича Лукашенко. Что лучше стали жить? Намного хуже. Намного. Я еще вышел, это вообще... Даже самый живой пример, масло стоило, меня сажали рубль 2,20, сейчас оно сколько стоит? Столько, что ли? Люди стали угрюмые. Вообще даже, я не знаю, что это такое. У меня такое впечатление, что мы находимся в городе мертвых.